один сейчас пишет чеченцам, либо умереть как мужчина, либо жить как трус. Вот сейчас я объясню. Пока твой народ и другие народы боялись России, хоть слово сказать против России, там чем-то поддержать чеченцев во время войны. Чеченцы воевали и не испугались из-за количества российских солдат, из-за количества их бронетехники или авиации, из-за того, что у них бесконечная там земля, по сравнению с чеченцев. Чечня меньше 1000 чем-то раз, чем Россия. 37 раз меньше, чем Украина. Население 140 раз меньше, чем Россия. И около 40 раз меньше, чем Украина. И несмотря на это, чеченцы сражались веками против царской России, против Советского Союза, против Российской Федерации. За 1 час 30 минут можно зайти с одной стороны Чечню и выйти с другой стороны. И несмотря на это, чеченцы воевали с 1994 года по 2004 год в городах и в селениях, а после уже пошли в горы, в леса, где ели там траву и другие там, все, что могли достать, короче. И партизанили до 2021 года. Чеченский народ даже после этого не перестал свою войну против России, свою войну за свободу. Даже после всего этого, даже несмотря на то, что потеряли 35% населения, все равно сражаются. Земли захватили, нет проблем. Украина идет война, чеченцы идут в Украину сражаться за свободу Ичкерии, чтобы освободить Кавказ. А как можно освободить Ичкерию? Только после развала России. Потому что до 100 военных баз России сейчас в данный момент в Чечне и около 150-тысячная армия на постоянной основе российских. Поэтому чеченцы создали 5 батальонов в Украине и сражаются в Украине против России. Когда Россия полезла в Сирию, чеченцы полезли в Сирию против России. Поэтому перед тем, как что-то сказать, миллион раз подумай. Понимаешь, миллион раз подумай. Нету ни одного народа, ни одна нация в этом мире, чтобы упрекнуть чеченцев. Мы никому не обязаны, и нам никто не обязан. Мы всегда были одни в войнах против России. И если еще будем, нам нет проблем. Чеченский народ всегда умеет ждать подходящего момента и заявить о себе. Как заявила и в царское время, и в советское время, и недавние 2 войны. Поэтому не нужно попытаться нас упрекнуть чем-то. Это мы должны были бы упрекнуть некоторых людей за их бездействие, когда нужно было действовать. Поэтому не надо такие вещи говорить.